Две управляющие компании Коми рискуют потерять лицензию. Причина – несвоевременное и ненадлежащее исполнение обязанностей. Идею об ужесточении ответственности для недобросовестных управляшек, которые перед началом отопительного сезона фиктивно промывают трубы, озвучили на обсуждение госпрограммы Минстроя Коми в Госсовете. Я обеими руками за ужесточение ответственности за непромывку жилого фонда управляющими компаниями. Это совместно должна быть работа и с Романом Анатольевичем, и с прокуратурой, и со всеми. И вот на примере Вуктыла. Парламентарии совместно с властями договорились рассмотреть вопрос о санкциях нерадивым организациям, обслуживающим многоквартирные дома. Идею поддержал и первый зампред правительства Коми Игорь Булатов. Я в целом думаю, что нам нужно к ОЗП подходить, как принято, по крайней мере, еще с августа, и очень жестко. То есть не давать вот этого большого люфта, чтобы потом в последний вагон не заскакивать, и вот не получалась такая история, как с некоторыми муниципалитетами. Давайте проработаем действительно совместно какое-то, может быть, даже нововведение по ужесточению и контролю. И сделаем более короткие отчеты о тех или иных нарушениях от тех или иных управляющих компаний. Тем более, что мы знаем, где хуже, где лучше, уже есть свой рейтинг. Также на совещании рассмотрели вопрос о состоянии котельной в Зеленце. У местных жителей вызывало опасение состояние дымовой трубы, которая оказалась под наклоном из-за разрушенной стены и просадки фундамента. Как отметил министр строительства и ЖКХ, Коми трубу отремонтировали. С точки зрения руководителя и обслуживающего персонала, работоспособность трубы и самой котельной на текущий отопительный сезон не вызывает у них сомнения. К чести персонала и МУП «Энергия» довольно-таки технически неплохо подготовлена котельная. В Вуктыле же модернизация котельной продолжается. Закончить ремонт планируют до конца года. Пока же в Бийске изготавливают комплектующие. Сейчас, по словам Игоря Кузьмичева, в Вуктыле работают 2 котла, которые были отремонтированы летом.